Здравствуйте, в эфире программа «Аргама», и сегодня мы поговорим о теме, которая касается каждого гражданина нашей республики, каждого предпринимателя. В Абхазии идет масштабная модернизация налоговой системы. Как эти изменения скажутся на бизнесе, готова ли инфраструктура к цифровизации и онлайн-контролю, и как соблюсти баланс между интересами государства и налогоплательщиков. Поговорим об этом в студии программы «Аргама». Сегодня у нас в студии депутат парламента, возглавляющий комитет по бюджету Беслан Халваш, и Ахра Аристава, советник президента Республики Абхазия. Начнем с поручения главы государства. Речь идет об инвентаризации, оценке эффективности налоговых и таможенных льгот. По какому принципу будет определяться эффективна льгота или нет, и много ли сейчас в экономике преференций, которые себя не оправдали? Я хотел бы все-таки начать с послания президента. Глава государства свой политический курс определил в послании к Народному собранию и к народу Республики Абхазия. Основа этого курса – это открытость, я цитирую, и диалог. В самом начале послания он об этом говорит. Для чего цель – это справедливость. Справедливость, я хочу напомнить, это был один из основополагающих, основных его предвыборных обещаний Бадры Зурабовича Гумба. Открытость и диалог – это краеугольный камень нашей абхазской культуры, нашего абсвара. То есть через диалог мы добиваемся справедливости. И без справедливости, конечно же, абхазское общество не может функционировать. И те цели, которые президент определил, что каждый гражданин нашей страны чувствовать себя должен достойно, комфортно, проживая в Республике Абхазия. На сегодняшний день, далее я хотел бы отметить, напомнить, было выступление премьер-министра во исполнении политики президента и поручений президента. Он озвучил на экономическом форуме, что на сегодняшний день в государственный бюджет из экономики изымается чуть более 5% от денежных оборотов во всех секторах экономики. Я хочу сказать, что есть стандарты современного государства. Стандарты современного государства определяют для развивающейся экономики изъятие в бюджет минимум 10%, от 10 до 14% для того, чтобы государство могло все основные функции исполнять, то есть это оборона, безопасность, здравоохранение, образование. Также глава государства к национальному благу, общему благу, то есть помимо вышеперечисленных отнес и энергетику, сохранение энергетики как общего блага по доступной цене. Поэтому стоит задача в ближайшие 3 года поэтапно, то есть, как говорится, без шоковой терапии. На этом Беслан Халваш все время акцентирует внимание, что поэтапно пойдем и довести поступление в государственный бюджет, в республиканский бюджет и местные бюджеты до 10%. То есть речь идет о том, чтобы эти поступления удвоить. Какие методы при этом предложило правительство? На первую очередь, мы должны, тоже было озвучено, это обеление экономики, так трактовал премьер-министр. Ну, а в простонародье мы, как привыкли, это борьба с теневой
экономикой. И вторые меры, которые вот вы озвучили, это меры, касающиеся значит, анализа тех льгот, которые существуют в нашей экономике. Льготы в основном у нас по двум таким бюджетообразующим налогам. Это налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Поэтому и предложение, значит, первое поступил в парламент уже, по-моему, более месяца назад, да, если чуть, может, больше. Это, значит, переход к системе справедливого распределения налогов по, значит, налогоплательщикам между малым бизнесом, средним и крупным. То есть малый бизнес определен, ну, чтобы было понятно, значит, с потолком оборота в 1,5 миллиона в месяц они будут минимум платить налогов. Значит, средний бизнес, ну, им предлагается перейти на патент. Средний бизнес – это, значит, так называемый налог с оборота, который уже функционирует. Ну и он с оборотом до 40 миллионов в год. И крупный бизнес, как уже это много лет, на общем режиме, то есть свыше 40 миллионов предприниматели будут находиться на общем режиме. Поэтому как бы предлагается, там ничего нового нет абсолютно. Вопрос касается лишь в том, что на сегодняшний день тот специальный режим налогообложения, который был принят при блокаде до признания с теми целями, которые на тот момент стояли, что он фактически себя изжил. И предприниматели, состоящие на специальном режиме налогообложения, они не сдают отчеты, государство не знает их обороты, то мы уже, значит, не можем себе это позволить. Это мешает и предпринимателям, это мешает и государству, потому что не дает возможности планирования и объективной оценки ситуации в экономике ни самим предпринимателям, ни государству. Вот развивая тему, большой ли у нас процент неучтенной экономики, теневой экономики? Есть ли какая-то статистика в этом направлении? Конечно, есть оценка, ну, есть эксперты, которые ее по-разному оценивают, но я не думаю, что, ну, например, Хатуна Шатипа, она оценивала когда-то там 62-63%, но у меня сомнения. Во-вторых, эта экономика не может как бы считаться теневой, она считается неучтенной, потому что согласно закону, то есть предприниматели не сдают отчеты и не показывают, то есть, свои обороты не потому, что они в тени, а потому что им позволяет закон. То есть, допустим, почему последовательно вот шли реформы, значит, закон принят недавно буквально, ну, по-моему, около года, да, если я не ошибаюсь, о кассовых аппаратах. Сейчас мы перейдем Закон к этой принят, фактически это налог с оборота 6%. Значит, закон принят о валютном контроле, это контроль над движением денег. Значит, далее у нас отмена фактически специального, ну, переход, это такая полумера, чтобы тоже поэтапно, постепенно, без стрессов переходить, да, к новым режимам. Дополнительно, после того, как перейдем, следующий идет это пересмотр льгот, в первую очередь по НДС, где они полезны, где они не полезны, по каждой группе товаров. Речь идет о 10 тысячах позиций. То есть поэтому этот процесс разбит на этапы. Это не будет там в понедельник проснулись там и совершенно другая картина.
И уже когда сама экономика будет прозрачна, как мы рассчитывает и глава государства, и правительство, мы будем уже переходить к отраслевому законодательству, то есть уже более планировать и решать те задачи, которые президент поставил перед правительством, то есть переходить к программам 3 года и далее. Передадим слово Беслану Викторовичу. Парламент принимает эти законы, которые связаны с налоговой системой. На последнем заседании парламента в первом чтении приняты поправки. Это отмена спецналога и переход на трехуровневую систему. Частично уже мы здесь сказали, почему система устарела. И вот еще один шаг – это модернизация. Готова ли наша система к этому, и почему это нужно, и почему это важно сегодня? Добрый день еще раз. И вот отвечая на ваш вопрос, я неоднократно здесь, в вашей студии, отмечал о том, что нам надо совершенствовать администрирование налоговое, законодательную базу для того, чтобы существенно увеличить налоговые поступления в наш бюджет. Это, вот, как и произошло, нам виделось, что и по опыту других стран мы знаем, что это нормативное законодательное сопровождение, техническое обеспечение, работа самих фискальных органов для того, чтобы администрировать и налоги, и таможенные платежи. В этом направлении у нас проведена очень серьезная работа в плане обеспечения техникой. Буквально недавно государством был введен в эксплуатацию центр обработки данных, на площадке которого уже установлено соответствующее оборудование Министерства по налогам. Уже пошло цифровое автоматизированное администрирование наших налогоплательщиков. Законодательная основа у нас готовится. Мы недавно получили законопроекты по отмене специального налога, по введению патента на многие виды деятельности. В свое время, когда мы принимали закон о внедрении упрощенной системы налогообложения, тогда был законопроект об отмене специального налога. Но мы тогда, депутаты посовещались, приняли решение дать войти новому виду налога, чтобы он был внедрен, посмотреть опыт внедрения нового вида налога, и на основании этого мы по прошествии определенного времени будем принимать решение об отмене спецналога. Тогдашнему министру было тоже сказано и о том, что необходимо некоторые виды деятельности, которые предусмотрены в специальном налоге, они должны потихонечку перейти в патент для того, чтобы по объемам, по видам деятельности, для того, чтобы не усложнить администрирование и налоговую нагрузку на самые мелкие виды предпринимательской деятельности. У парламента, у правительства мы очень в плотном взаимодействии, никакого намерения нету, простыми словами, закошмарить бизнес, увеличить налоговую нагрузку, этой истории нету. Мы знаем, и все знают о том, что спецналог как вид налогообложения, он уже изжил, уже много лет. Это решение надо было принимать, но мы потихоньку, поэтапно, я сторонник поэтапной работы, и мы подойдем к такому решению. Те законопроекты, которые мы получили, мы приняли в первом чтении, мы обсудили это с депутатами, не спеша, мы изучим эти законопроекты, и ко второму чтению, я думаю, что в ближайшее время мы возьмемся за то, чтобы предложить коллегам законопроекты для принятия во втором чтении. Естественно, возможно, будут какие-то предложения наших коллег,
которые будем рассматривать, которые будут приняты, я этого не исключаю, но сама линия, по которой мы должны идти, она четко обозначена, выстроена. Я придерживаюсь именно этой линии. Это правительство, администрация президента, мы как бы это громко не озвучиваем, но это и есть часть экономических реформ, которые ожидает наше общество. Мы должны существенно увеличить поступление в бюджет, не ухудшая, да, не увеличивая налоговую нагрузку, а вот путем совершенствования администрирования, выведения экономики из тени. И действительно подошло время, когда наше население должно получать и другой порядок заработных плат, и другое пенсионное обеспечение, социальное, за собой это, все это потянет. Находиться вот в экономике вот в таком положении мы дальше не можем себе такую роскошь позволить. Есть какое-то процентное соотношение, насколько вот это повлияет, как вы сказали, и на социальные выплаты, и на зарплату бюджетников и так далее? Когда Но весь процесс будет я завершен? не хочу в студии как бы говорить о тех процентах, да, вот для того, чтобы потом, но я уверен в том, что есть, я знаю намерение правительства, руководства страны на то, что мы, готовя очередной бюджет страны на следующий финансовый год, мы должны думать о социальной защите нашего населения, о порядке тех, да, вот, той заработной платы, которую мы выдаем своим гражданам. И на все это нужны средства. Оставлять экономику на протяжении десятилетий в тени, я думаю, что этому времени должен когда-то прийти конец. Наше население, наше общество, вот, возвращаясь вот к справедливости, с которой начал Ахрашотович, действительно, наше население очень давно ждет и социальной справедливости. Обсуждая вот эту тему, нету никаких, я вот общаюсь тоже со многими своими коллегами, никакой шоковой терапии, ни каких-то драконовских законопроектов здесь у нас в стране не будет внедрено, не принято. Мы совершенствовать администрирование, совершенствовать методы администрирования наших фискальных служб. Мы этим должны заняться. Это требование общества, это запрос общества, и мы, как депутаты, совместно с исполнительной властью должны принимать соответствующие решения. Да. А вот законопроекты прошли первое чтение. Интересно, насколько участвует ли сам бизнес в обсуждении, есть ли у них у самих какие-то предложения? Проводя комитетские ко второму чтению заседания, мы обязательно будем приглашать представителей бизнеса. Эти законопроекты, они находятся как бы в открытом доступе, бизнес может обсуждать эти законопроекты. Конечно, все, если какие-то будут рациональные какие-то предложения по внесению изменений в эти законопроекты, депутаты очень тщательно будут рассматривать и обсуждать необходимость принятия тех или иных изменений в соответствующий законопроект. Одно из решений главы государства, одно из поручений – это введение прогрессивной ставки налога на землю при несоблюдении условий ее предоставления. Как именно этот инструмент поможет в борьбе с ситуациями, когда земли берутся, но не осваиваются? Я еще раз хочу вернуться к этапности. Хорошо. Если мы не решаем вопрос с прозрачностью экономики, а прозрачность, она касается не только финансовой сферы или движения товаров и услуг, это касается и земельных вопросов. То есть мы должны идти по плану. То есть я хочу акцентировать внимание на том, что у главы государства есть четкий, конкретный план. Для тех, может быть, кто еще не знает, глава государства Бадра Зурабович Гумба, кандидат экономических наук. Он специалист по промышленной переработке сельхозпродукции. То есть это человек, обладающий достаточными знаниями в области экономики. Я стараюсь приложить максимум усилий для того, чтобы его план
был реализован, потому что основа этого плана – открытость и справедливость. Добиться это крайне сложно. У нас очень много накопившихся проблем. Плюс все-таки мы должны понимать, что мы вышли из войны, мы вышли из блокады. То есть там, где мир ушел вперед, нам приходится догонять. Но у нас замечательные люди, которые способны быстро адаптироваться, значит, к всевозможным трудностям, которые возникают на этом пути. На сегодняшний день все комиссии, во всех комиссиях присутствуют депутаты парламента и комиссия по помощи нашим крестьянам. Присутствуют депутаты в комиссиях по политике президента, направлена на то, чтобы на всех этапах, значит, и политические силы, и депутаты парламента, и общественные организации вовлекались значит, в сам процесс формирования и процесс принятия окончательного решения. Касаясь справедливости, если мы собираем 5% в государственный бюджет, ни о какой справедливости речи быть не может. По всем стандартам от оборота в экономике мы должны собирать хотя бы 10-11. На сегодняшний день обороты, которые мы видим, они отражаются в отчетах Национального банка. Отчеты Национального банка по кассовым приходам и расходам, значит, оборот превышает 270 миллиардов рублей. Это официальные цифры. И когда, значит, в интервью, по-моему, год назад, у Беслана, у вас здесь в студии спрашивали, какой у нас должен быть бюджет, он говорил, что мы должны выйти на 30 миллиардов. И он абсолютно прав. Был. И как эксперт по экономике, и как председатель комитета по бюджету. Но я согласен, и глава государства, и премьер-министр, что мы не должны это превратить в шок для бизнеса. Мы должны идти поэтапно. Решения сегодняшние, предложенные президентом, правительством, я считаю, что они абсолютно своевременные, отвечающие текущей ситуации, потому что финансовые ресурсы, конечно же, в первую очередь необходимы и на модернизацию нашей армии, финансовые средства необходимы и учителям, и врачам. Также реформы будут способствовать росту производства, это значит, наши крестьяне получат доступ в экономический оборот, будет расти производство собственной продукции, будет расти, значит, экспорт, и прибыль, добавочная стоимость будет оставаться в стране. И благосостояние – это важнейший фактор. Наш гражданин должен иметь такой доход, чтобы он, значит, мог оплачивать, значит, и коммунальные услуги, и, значит, платить за свет, если мы хотим энергетику сохранить. Не последние отдавать, а у него зарплата такая, которую тоже целевые показатели обозначил премьер-министр. Это значит, пенсия должна достичь в ближайшие годы, значит, около 17 тысяч. Средняя пенсия и средняя зарплата по стране должна достичь, ну, почти 70 тысяч рублей. Это очень большие задачи. И, конечно же, эти смелые своевременные решения, скажем так, исполнительная власть очень рассчитывает на наших депутатов, что они это поддержат. Спасибо, Беслан Викторович. Вопрос вам. Вот сколько времени займет рассмотрение этих проектов? Мы знаем, что только в первом чтении принято. Какой период это вообще может занять для того, чтобы принять в окончательном чтении, чтобы вообще вступило в силу? Ну, я хотел бы сказать к чести моих коллег-депутатов, у нас нету залежавшихся
долгое время, да, и многие годы законопроектов. Вот буквально чуть более месяца тому назад мы получили законопроекты, мы в оператив, понимая депутаты, понимая важность и необходимость принятия и рассмотрения этих инициатив, мы оперативно провели комитет, дали соответствующую рекомендацию. Депутаты практически единогласно приняли в первом чтении. И я очень сильно надеюсь, что вот в ближайшее время будут сформулированы какие-то предложения, если будут у депутатов. Мы на очередном своем заседании комитета мы обязательно их рассмотрим, посмотрим необходимость внесения в эти законопроекты изменений, если депутаты и члены комитета посчитают это важным, необходимым. Если согласятся, то есть мы рекомендуем внести тоже депутатские какие-то изменения, если они будут. Наш бюджетный комитет и депутаты парламента, мы готовимся к рассмотрению и принятию самого главного финансового документа страны, бюджета на следующий год. Мне, как председателю бюджетного комитета, я хотел бы подойти традиционно мы ежегодно при обсуждении очередного проекта бюджета на очередной финансовый год у нас происходит такая бурная дискуссия, мы очень бурно обсуждаем и с депутатами, и с исполнительной властью, и с руководителями фискальных служб, и мы ежегодно традиционно добавляем плановые показатели на очередной финансовый год и ежегодно увеличивая их. Но не было исключением и действующий финансовый год. Мы совместно с правительством существенно добавили поступления, что обязывает руководителей фискальных служб еще более усердно, да, вот и предпринимая вот эти все необходимые шаги совершенствования администрирования, мы подойдем, да, к решению плановых показателей, а вот на следующий финансовый год добавить еще к доходной части бюджета, да, вот, существенно увеличить наши бюджетные поступления без принятия этих законопроектов. Я думаю, что это будет очень-очень сложно. И я уверен, что мои коллеги, депутаты понимают, да, необходимость принятия законопроектов. Если какие-то будут предложения, внесения изменений, я думаю, что уже бюджет следующего года исполнительная власть должна готовить с учетом, да, вот этих вот законопроектов. Лично я напрямую увязываю плановые показатели на следующий бюджетный год с необходимостью принятия тех законопроектов, которые у нас есть. Возвращаясь, вот мы не обсудили вопросы, да, от НДС ввозного. Вот, когда мы рассматривали действующий бюджетный год, были определены вот действительно беспрецедентные суммы из нашего бюджета, из наших собственных доходов. Это по 500 миллионов рублей на развитие малого и среднего предпринимательства, 500 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. Вот есть логика между тем, что мы помогаем нашим гражданам развивать бизнес, развивать сельское хозяйство, а ту продукцию, которую они будут производить, они должны эту продукцию сбывать. Мы должны, вот, принимая решения по некоторым кодам товаров, которые ввозятся у нас в страну, если аналогичные коды товаров, аналогичная продукция производится в нашей стране, мы должны дать приоритет и преимущество нашим собственным производителям. Это будет касаться многих видов. Доходит до абсурдности, когда кукуруза освобождена. Это наша традиционная, как бы, наша, да, культура. И
мы это должны сами производить, к нам не должны поступать помидоры, мы живем в субтропиках. Одновременно развивая и помогая нашим крестьянам увеличивать производство своей продукции, это реально, это живые деньги, по 500 миллионов рублей и малому предпринимательству, и сельскому хозяйству. Это очень серьезные суммы для наших масштабов. И мы, есть еще другая программа льготного кредитования, где наши бизнесмены, предприниматели здесь открывают крупные производства. Увеличивая экономику, напрямую мы увеличиваем состояние, экономическое состояние наших граждан. Ежегодно нам надо повышать заработную плату, ежегодно повышать пенсионное обеспечение. Мы должны знать о том, что просто увеличивая сумму пенсии в 1000 рублей, нам надо в пенсионный фонд где-то собрать 200 миллионов. Вот 1000 рублей увеличение, 200 миллионов в пенсию дополнительно, пенсионный фонд нам надо, значит, изыскивать. Все взаимосвязано. Я очень сильно надеюсь, что вот те законопроекты, которые мы будем рассматривать, они дадут очень серьезный толчок экономическому развитию страны. Мы знаем, что еще сняты налоги на креативную индустрию. Принимался такой закон. Мы в первом чтении мы это принимали. Одновременно совершенствование методы налогового, таможенного администрирования государства, и мы совместно с исполнительной властью принимали законопроекты. Мы, например, налог на дивиденды с 15% опустили до 10%, штрафы по неуплаченным налогам с 0,3% уменьшили в 3 раза до 0,1%. Нету политики государства как от исполнительной власти, так и от законодательной власти, ужесточения, там какие-то вот драконовские методы, но совершенствовать тот уровень поступления в бюджет, который есть, вот с этим бюджетом мы не можем строить успешное государство. Наши граждане должны об этом знать. А вот с какими сложностями сталкиваетесь при обсуждении этих законопроектов? Я хотел бы вам сказать, что вопрос принятия подобных решений, он стоит достаточно давно. Многие люди, когда я вижу и в социальных сетях, да, когда говорят о том, что вот этот созыв парламента, вот там одна проблема появилась, другая проблема, какие-то вот ситуации появились очень по резонансным законопроектам, я хотел бы уведомить наших граждан о том, что необходимость принятия решений, она рассматривалась еще несколькими созывами, может быть, отчасти время к этому времени не подошло, может, кто-то посчитал нужным, что, может, какие-то элементы нерешительности были, но на 7-й созыв парламента на наши плечи выпала необходимость принятия очень-очень многих решений, на которые, я не побоюсь этого слова, не решались предыдущие созывы. Я хотел бы, чтобы в этом направлении четко обозначить свою позицию, потому что, избравшись и став председателем бюджетного комитета, у меня было очень много законопроектов, которые перешли с предыдущего созыва, и принятию этих законопроектов, они необходимы были, мы практически все мы их приняли. К чести депутатов 7-го созыва эти законопроекты в подавляющем большинстве приняты, и они приносят пользу нашей экономике. Я могу добавить и подтвердить слова Беслана Викторовича, то, что вопросы модели экономической, вопросы налоговой нагрузки, вопросы изменения налоговой нагрузки обсуждались еще со времен Сергея Васильевича Багапича. Если кто-то помнит, я думаю, у вас в архиве это есть, было такое совещание тогда по туризму, тогда проводилось в Гагре, и тогда уже в связи с признанием речь стояла о том, чтобы специальный режим налогообложения, который был принят именно из-за условий блокады. А после признания
Его надо было, конечно, менять, и он тогда сказал, давайте подождем. Процесс затянулся. Вы до этого спрашивали, о каких цифрах идет речь. Допустим, из 11 тысяч предпринимателей, индивидуальные ИП, то есть индивидуальных предпринимателей, 5300 стоят на специальном режиме налогообложения. То есть 5300 предпринимателей не сдают отчет. 5300 предпринимателей, мы не знаем объем их товарного потока, то есть сколько товара они продают, сколько людей там работает, достоверно я имею в виду, денежные их обороты. Да, конечно, это для них комфортно, но это создает проблемы, во-первых, им самим, потому что они сами не знают тот рынок, то есть этот процент ошибок в бизнесе и риски в бизнесе увеличиваются, риски для государства увеличиваются. И, естественно, те госинвестиции, о которых Беслан Викторович говорил, это кредитование сельского хозяйства, кредитование малого бизнеса из бюджета, датирование, субсидирование. Государство фактически подвергает эти деньги риску, и государственные инвестиции оказываются незащищенными. То есть мы не получаем эффект. А нам надо в первую очередь обеспечить рост производства собственной продукции, раз, рост экспорта, два. И если мы это не обеспечим, у нас возникают серьезные проблемы, значит, в обеспечении как республиканского, так и государственного бюджета необходимыми финансовыми ресурсами. Если, допустим, речь идет о спорах 15-16 года, тогда не было практики. Естественно, были споры, значит, бизнесу плохо, бизнесу хорошо, там разные были мнения, и с ними можно было как-то согласиться с самими спорами. Но сегодня есть практика. У нас есть группа товарная, где есть НДС, и есть группа товарная, где нет НДС. И есть анализ, значит, по тем товарным группам. Самое, что важное, что там, где есть НДС, доля теневого оборота и доля теневого сектора абсолютно незначительная. А где нет НДС, и об этом, кстати, очень хорошо, значит, с анализом дал хорошую оценку Даур Леонидович Курмазия. Он прямо сказал, что где нет НДС, мы и не получаем налог на прибыль тоже автоматически. И получаются большие риски. А на сегодняшний день у нас огромное количество заявок от наших крестьян, которые хотят участвовать, значит, создавать национальный продукт. Но как государство обязано этому крестьянину гарантировать прозрачность рынка, что он свой товар продаст по честным правилам. А как он может продать свой товар по честным правилам, если мы не знаем точное количество помидоров? Это отдельная товарная группа. Мы должны точно знать, сколько помидоров продается на абхазском рынке, сколько огурцов, сколько перца, сколько морковки, сколько картошки. Вот для чего эти все реформы делаются. Те же банкиры тоже, как они будут выдавать кредиты, если это рискованный бизнес. Один вот может предпринимать, у нас же маленькая страна. У нас маленькая страна, может вдруг тут появиться несколько вагонов какой-то продукции, и рынок обваливается, люди разоряются. И получается, что там, где нет НДС, нет контроля. Ну, у нас в первую очередь. Это для тех, кто там спорит. А где есть НДС, вот я в парламенте, когда были слушания предварительные, так скажем, Беслан Викторович организовал. Вот, например, я вам приведу пример 2016 года. У нас пиво импортировалось иностранное на 3 миллиона долларов. Я говорю в долларах, чтобы в курсах не запутались.
производили на $1 миллион. В сумме 4, правильно? Но когда ввели НДС, значит, поменялись местами, импорт был $1 миллион, а произвели на $4 миллиона. 5. Ну было же 4 общий оборот, а стало 5. А потому что вот этот дополнительный $1 миллион, это вскрылась теневая составляющая. Благодаря Министерству по налогам и сборам. Потому что внутри страны товар отслеживает не таможенный комитет, внутри страны товар отслеживает Министерство по налогам и сборам. И где есть НДС, для того, чтобы им выполнить план поступления в бюджет, они по всем товарным группам, где есть НДС, они его контролируют. Где нет НДС, у них плана нет, и получается целые группы товаров выпадают из-под контроля, чем и пользуются недобросовестные предприниматели. А система сегодня, которую выстраивает глава государства, реализует правительство, это полная поддержка добросовестному предпринимателю. Речь идет о том, чтобы, я надеюсь, кстати, в этом вопросе на поддержку Беслана Викторовича, он сам, наверное, от себя скажет, на системный подход в вопросах кредитования, чтобы те наши предприниматели, которые добросовестно работают, спокойно могли гарантированно рассчитывать на поддержку кредитную, на дотации, на субсидии, то есть полный, чтобы у них был приоритет. Спасибо. Будем завершать. Вот главный посыл, вы частично уже об этом сказали. Главный посыл, если коротко говорить об этом из сегодняшней беседы, если сформулировать в одном предложении, что прямо сейчас должен понять абхазский предприниматель из нашей сегодняшней беседы, если коротко. Я хотел бы сказать абхазскому предпринимателю, вот как сказал Ахрашотович, который работает честно, показывает свои доходы, декларирует свои доходы, платит установленные налоги из этих доходов, абсолютно ему ничего не грозит. Государством предпринимаются необходимые законодательные и другие меры, которые обеспечат ему очень комфортно ввести бухгалтерскую отчетность, статистическую отчетность, фискальные службы, проверки фискальных служб в будущем при соответствующем наборе мероприятий по цифровизации, они будут сведены на нет практически. Эти цифровизация позволит увидеть, что получает, что зарабатывает предприниматель, сколько он должен заплатить налогов. И я думаю, что жизнь предпринимателей в этом плане, она абсолютно честному предпринимателю ничего не угрожает. Государство не предпринимает никаких мер по усложнению фискальной нагрузки на бизнес. И я как депутат парламента, голосуя за принятие тех или иных законопроектов, я уверен, что наши коллеги тоже, мы не будем голосовать за те законопроекты, которые душат наш бизнес, которые ухудшают жизнь нашему бизнесу. У нас намерение создать своего производителя в сельском хозяйстве, в промышленности, пищевой, перерабатывающей промышленности. Я считаю, и нашей целью должно быть, и целью государства, чтобы мелкие производства и очень большая группа товаров, которая может производиться здесь, и этим производителям дать преимущество. Наоборот, я думаю, что жизнь бизнеса в этом плане улучшится. И государство этот бизнес и будет, и мы обязаны это защищать. Я хочу выделить то, что сказал глава государства. Ставки налогов не повышаются. Поэтому речь идет ставка на прозрачность, ставка на честность, ставка на добросовестность. Пожелание мое, конечно, чтобы на ближайшей сессии эти вопросы были рассмотрены, так как это Беслан Викторович как раз таки
говорил о том, что будет рассматриваться бюджет, они будут, естественно, отражены в бюджете. И все-таки, чтобы мы перешли в вопросах развития к более масштабным государственным инвестициям с гарантией их защиты. Спасибо за открытый и содержательный диалог. Спасибо большое. Модернизация налоговой системы – это важный шаг к развитию государства. Обсуждение этой темы продолжается. Это была программа «Аргама». До встречи в эфире.